Бисмилляхи рахмани рахим. Я в личном качестве имею прямое отношение к мусульманскому миру, поскольку родился на территории Казахстана и 45 лет занимаюсь. Побывал во многих странах и как востоковед, и образование. Поэтому я с удовольствием приветствую проведение этой конференции. Может быть, можно было назвать по-другому. Не Россия и исламский мир, а Россия как часть исламского мира. Это было более правильно. А то все выступающие говорят, сколько мусульман у нас, а получается, что мы как бы отдельно. Есть исламский мир, а Россия не только как часть, но мы примыкаем напрямую. Все южные границы России проходят именно с исламским миром. Географии вам не повезло, и нам. И Россия, и все исламские страны вместе владеют большей частью природных ресурсов. И в первую очередь это нефть и газ. За это идет борьба. Не советская власть волновала США, а получить больше доступ к ресурсам. То же самое сегодня. И бомбардировки Багдада, и натовские войска в Афганистане, и Каспий – все это способ получить более нужный доступ к ресурсам и к транспортировке, в данном случае как Афганистан или Пакистан. Поэтому, естественно, будут стараться это идеологически обосновать. Почему возникла исламская угроза, как на Западе не считают? Потому что как вот прийти в исламские страны и сказать, отдайте вашу нефть и газ? Но неудобно. Мы же живем в 21 веке. Надо показать, что это враждебные в чем-то страны, что там есть какие-то боевые группировки. Это причина. Больше другой нету причины. И это будет все время. Нельзя сказать, что завтра это решится. Нет, пока будет нефть и газ, и не будет другого источника энергии, допустим, водородное топливо там, или на базе каких-то естественных продуктов, они будут бороться и с нами, и с вами. Вот это нас с вами сближает. Они нас сумели обмануть, навязав вот ту модель демократии, против которой уже выступил и сам наш президент на днях, в сентябре, что не функционирует как надо эта модель. Мы, к сожалению, скопировали точно, как они навязали. И вам они пытаются то же самое сделать. Они ссорят суннитов и шиитов, турок и курдов, провоцируют конфликт между Пакистаном и Индией, поджигают наш Кавказ, будут поджигать и Среднюю Азию. Но, слава Богу, у них есть совесть. Они понимают, что ничего не получается. Они готовы уйти. То есть заслуга цивилизации современной, что западный мир все-таки умнеет. И они уйдут с Афганистана, уйдут с Ирака. Но, к сожалению, есть одно «но». Вот Иран. Они туда входить не будут, но будут применять силу. Такое решение в Израиле принято уже, к сожалению. Вот в чем проблема. И что тогда будет с исламским миром? Будет полная дестабилизация Ближнего Востока и Кавказа и по всему миру. Потому что кроме Запада есть вот это государство еще. Я хотел бы, чтобы наши обычаи сближались. Мне нравится в исламском мире, в исламской культуре враждебное отношение к алкоголю. Правильно. А почему с табакокурением не боремся? Давайте с этим бороться. Это одинакового рода явление. То мы отвергаем алкоголь, наркотики, но табак как бы в стороне. Это все одного порядка явления. Допустим, мне нравится у вас положение женщины с точки зрения мужчины. А им нравится, женщинам, мусульманкам? Молодец. Здесь сидишь, да, потому что муж здесь. Я согласен. Если они хотят, давайте. Я согласен. Что нет? Видите? Говорит, нет. То есть разные обычаи, традиции, могут нравиться, не нравиться, но мы должны быть терпимыми. Я, например, полностью согласен с тем, что в наших мусульманских регионах это может иметь место. Но Конституцию-то мы не меняем в их пользу. Это как бы вот тоже проблема. Поэтому надо помогать здесь. Правовое оформление любых обычаев, традиций. Главное, чтобы не было обмана, не было насилия. Ну вот простой пример. В мечеть нужно войти с покрытой головой, в церковь, наоборот, снять. Ну и что мы будем из-за этого стоять, считать, что здесь какие-то есть противоречия? Ради Бога. Пускай все мусульмане идут в мечети,
с покрытой головой все православные будут входить и снимать. Или у вас нужно обувь снять, у нас это вообще нельзя. Как-то снять обувь. Ну и что? Вот это такие особенности, которые не должны нас делать между нами различия. Я бы хотел пожелать, чтобы в мечетях и России, всего Арабского Востока, всех тюркоязычных стран, Ирана, Малайзия, Индонезия, всего, так, более миллиардного, полуторамиллиардного мусульманского народа, были призывы только к миру, чтобы никаких университетах никто бы не учил, где не было бы там никаких боевиков, чтобы вообще, чтобы не брали оружие и не уходили в горы, в пустыни, куда-нибудь еще в другие места, чтобы не было вооруженной борьбы, не давать им повод объявлять, что вот здесь идет какое-то вооруженное сопротивление. И они это будут делать. Они будут продолжать нас с вами стравливать, будут продолжать дымить наш Кавказ, Ближний Восток и Афганистан и все остальное. Вот я хочу в конце пожелать, чтобы мы с вами вместе преодолели, чтобы 21 век не был борьбой христианского, я имею в виду западного, американского мира, против исламского и против России. Мы с вами вместе. Одна такая великая общность, чтобы был мир и благополучие. Сульх, барыш, bütün Müslüm alemi için. Çok yaşa İslam alemi.